Здравствуйте! Сегодня у нас актуальное интервью с невероятно красивой якутянкой, обладательницей титула «Вторая вице-мисс России» Любовь Хохоловой. Люба, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, хочется вас поздравить с таким титулом и с таким большим конкурсом. Спасибо вам большое. Я очень рада. Вначале я вообще не понимала, что происходит. Вот. И осознание пришло, наверное, даже не сразу, не вот на сцене, а спустя сутки или даже двое, когда я хорошенько выспалась и поняла все это. Рада безумно. Как проходил конкурс? Конкурс проходил как? Ну, это было просто шикарное шоу, как по мне. Очень много работы проделано. Так же, как и девочки, мы сколько жили? 3 недели. Мы жили в Новой Истре, там в санатории. Вот. Каждый день это было дефиле по 3 часа, а последние 3 дня это по 6 часов нас гоняли для того, чтобы все было идеально. Сам конкурс, отбор, он же начался задолго до основных мероприятий, основных этапов. Да, отбор проходит целый год. Вот, допустим, конкурс закончился, нас объявили, короновали, пошел новый отбор. То есть прям с самого первого дня можно отправлять уже заявки. Люба, вокруг конкурсов красоты ходит очень много мифов о том, что девочки попадают туда не просто так, что либо купили им путевку на этот конкурс, либо им подарили эту возможность выступить на национальном большом соревновании красавиц. Ты как туда попала? Я сама пришла через открытый кастинг, то есть это моя личная инициатива, никого я не просила, никто не знал до последнего, что я там буду. Все было честно, я считаю, потому что никаких больших денег у моей семьи нет, закупить это место точно не могла. Придя честно, 2 этапа. Я была на открытом кастинге, который проходил в торговом центре «Ривьера» 8 июля. Там было 250 девочек, из которых вы должны были выбрать 10, но выбрали 13. После чего состоялся финальный кастинг 6 сентября, уже в офисе «Мисс Россия». Там было около 100 участниц, может больше. Из них выбрали 50. А какие там критерии отбора были на первом этапе? То есть там по каким-то параметрам или, может быть, по каким-то, не знаю, другим позициям смотрели? Так, нас оценивали по росту. Это должно быть 1,73 м минимальный. По параметру, чтобы строгих параметров не было, главное, чтобы это смотрелось слаженно на девочке. И что еще? Думаю, в принципе, все. Чтобы татуировок не было в открытых местах, прям видных. Не замужем, не было детей. Думаю, это основные параметры. И потом уже вас, получается, 50 финалисток заселили в одну гостиницу, и вы проходили там этап за этапом. Из этапов было, что у нас было? Национальный костюм, но это такой, скорее всего, этап внутренний, и как и конкурс талантов, они проводились в один день. Это для того, чтобы больше раскрыться, наверное, перед жюри, показать себя с другой стороны, потому что они увидели тебя там 2 раза всего лишь в жизни, да, и остальное это фотографии и анкета, которую ты заполнила, грубо говоря. Вот, и так они просмотрели нас еще раз. На конкурсе талантов ты что представила? Я готовила, еще до начала конкурса, до того, как нас увезли, я решила готовить шоколад ручной работы, так как я очень люблю готовить. Я думала, что там не будет кухни, поэтому приготовила заранее и сняла видео. Рассказала о процессе приготовления, о том, чем полезен шоколад, интересные факты о нем. Вот. Необычный выбор. А ты прям шоколадом давно, да, увлекаешься? Нет, я готовила его в первый раз. Нет, я просто очень люблю готовить тортики, всякие бисквитики, но у меня сломалась духовка за неделю. То есть торты приготовить не могла, но и он бы испортился, пока бы дожил. Но я подумала, что же можно еще придумать, и вот готовила домашний шоколад. Ну да, чем завоевать сердце жюри? Конечно же, сладким. Конечно же, шоколадом. А что касается выхода в национальных костюмах, у тебя был какой-то фееричный, невообразимый, очень красивый наряд. Это было платье Августины Филипповой и Керге, «Небесная невеста». Оно весит около 25 килограммов. Вот я когда узнала это, я была в легком шоке. Но когда его надеваешь, на самом деле ты не чувствуешь этой тяжести. Становится очень легко. Все были в шоке, наверное, когда ты выходишь в этом костюме, все такие: что это такое? Это было очень шикарно. Самый горячий выход в купальниках, это уже прям на самом конкурсе. Да, в этих купальниках у нас была фотосессия, которая была для журнала. Какие этапы проходили на сцене? Так, первым этапом у нас был общий выход, мы выходили по 5 человек, то есть и каждый выходит под своим номером, делает свою точку. Вот. А после этого выбирается 20 девочек, топ-10
в топ которых входит 10 из народного голосования, которое проходило на сайте Мисс Россия. Остальные 10 выбирает жюри. У нас было также перед финалом прежюри 1 октября, если не ошибаюсь, за неделю до финала, где нас так же, как на кастинге, тоже всех собрали, всех смотрели, тоже было общение с жюри, рассказывали о себе. Ну, там, я думаю, что они тоже делали какие-то выводы уже на тот момент. А ты прошла в эту десятку по линии голосования или по линии жюри? По голосованию. Сколько голосов за тебя отдали? Сейчас вспомню, там было 4600 на тот момент, когда я видела, но потом у нас забрали телефон, и я вот не смогла досмотреть до конца. Наверное, якутяне каждый вечер сидели и голосовали. Да, поддержка была огромная. Ты это чувствовала прям, Конечно. находясь в Москве? Да, без этой поддержки я бы, наверное, не чувствовала себя так уверенно. Мы вышли в вечерних платьях, после чего жюри ушло на совещание. После того, как они вернулись, уже огласили тройку победительниц. Волнительно было, вот, на самом деле, в самом первом выходе, когда тебе только-только нужно выйти, у меня очень предательски тряслись щеки, у меня сводило мышцы, и они начинали трястись. Я не знаю, я вроде бы работала над улыбкой и улыбалась постоянно на всех репетициях, и вот целый день до этого, но ничего не помогло. Но на самом деле с каждым выходом чувствуешь себя более, не знаю, спокойнее, потому что думаешь, типа, ну я уже вошла в топ-20, это уже круто. Потом вошла в топ-10, думаешь, типа, ну вау, это еще лучше. Поэтому я бы не расстроилась, даже если бы не вошла, так считаю. Да? Да. Но ты прошла еще дальше? Прошла еще дальше, и это был просто восторг. Я говорю, я тогда не осознала, что произошло. Просто услышала свое имя, такая думаю, я одна ли вы здесь? Надо бы выйти. Люба, на финальной фотографии 3 финалистки вышли на сцену и стояли в 3 платьях под цвет флага России. Это совпадение, это случайность, что это? На тот момент, когда мы выбирали платье, у каждой девочки в запасе было 2 платья, в которых она может выйти на сцену вот именно на вечерний наряд. Мы не знали на тот момент. Просто платья подбирались как? Я подхожу, говорю, сейчас по типажу посмотрим, по твоему цветотипу. Говорят, пример вот это. Я говорю, хорошо, сидит. И у меня в запасе было такое же зеленое платье. Вот. Но после выхода в купальниках, после того, как объявили десятку, нас вот вели за кулисы уже переодеваться, и я говорю, какое платье мне надевать? Мне вручают красное платье, говорят, иди одевайся. Я говорю, хорошо. По цветам мы заметили это, наверное, только в тот момент, когда жюри ушло совещаться. Вот. Но и на тот момент у нас не было точных предположений. Это все были какие-то догадки, все могло быть совсем иначе. Но это традиция конкурса «Мисс Россия». Все финалистки чаще всего выходят под цвет флага России. Белый, синий, красный. И это мы заметили только вот в самый последний момент. То есть до этого никаких догадок вообще не было. И никто из девочек об этом даже не мог подумать. В 2018 году этой же награды второй вице-мисс удостоилась твоя коллега Наташа Строева, а до этого второй вице-мисс удостоилась еще одна якутянка, но это было 12 лет назад. Насколько вообще ты гордишься статусом второй вице-мисс? Ну, считаю, что это очень, не знаю, это большая работа. Я рада, что Якутия лидирует, ну, не отстает и каждый раз показывает какой-то стабильный результат во всем этом. Вот. Горжусь очень. А что тебе дают такие конкурсы красоты? Уверенность в себе. То, что я, не знаю, наверное, хотела доказать себе, ну и не только себе, возможно, типа всем, что я могу достичь какого-то результата. Вот, я это сделала. Для некоторых девочек это будет какой-нибудь мотивацией к тому, что можно, грубо говоря, да, там, с улицы попасть и победить. Не обязательно нужно иметь много денег, чтобы попасть на такое шикарное мероприятие. Но нужно иметь силу воли. Ты же до этого занималась тоже моделингом, ты занималась собой, ты тоже участвовала на подобных конкурсах красоты. Да, впервые попробовала себя на конкурсе данного масштаба в 2018 году. Это был конкурс «Мисс Республика Саха-Якутия», где победительницей стала Наталья Строева как раз-таки. Но тогда мне было 16, и, если сказать честно, то на момент кастинга мне сказали, что тебе 16, и ты не победишь. Я сказала, хорошо, но я участвую. Они такие, ладно. Твое участие на якутском конкурсе красоты как-то помогло тебе участвовать вот на национальном событии? Я скажу, что отличается все-таки,
потому что если там мы готовились дома, я еще успевала учиться, и это вот просто там сбегать на одну фотосессию, потом на тренировку, а потом снова прийти домой к маме и поспать, то тут, конечно, тяжелее в плане подготовки, это морально тяжело, потому что после второй недели ты уже морально устаешь от всего. Ты вроде бы, ну, как многие могут подумать, ты ничего не делаешь, кроме того, что ходишь в спортзал и на каблуках дефилируешь, но устаешь. А расскажи о своей семье. В интернете я прочитала, что ты родилась в Алекминске, жила некоторое время в Намском Улусе, но окончила школу в Якутске. Да, я родилась в Алекминске, потому что у меня папа оттуда. Потом в возрасте, наверное, лет 3 или 4, я уже точно не помню, мы переехали к маминым родителям, к бабушке с дедушкой, они жили в Намском Улусе. Там я ходила в детский сад, закончила 1 класс, и после чего во 2 классе я уже переехала в город, сначала училась в 33-й школе, закончила начальную школу, и с 5 класса уже училась в 5-й. В моделинг я пошла в классе 7 по своим личным соображениям, в личной инициативе. Также прошла кастинг, прошла обучение в Taya Models, после чего меня пригласили пройти кастинг в основной состав, который я успешно прошла и была безумно рада. Даже удалось немного поработать моделью в Якутске в школьные годы. Тебе 22 года, ты студентка. Где ты учишься? И на данный момент я получаю свое первое высшее образование в Московском педагогическом государственном университете по специальности практическая возрастная психология. Ты будущий психолог. Да, через 2,5 года буду консультировать. Просто удивлена, что где психология и где моделинг — два совершенно разных мира, но ты в них существуешь. На самом деле очень многие девочки совмещают моделинг, допустим, с работой педагогом, не знаю, кто-то работает, девочка была на заводе, то есть это такие вроде бы, я сама работаю инженером в строительной компании, то есть где инженеры, где конкурсы красоты, тоже очень сложно представить. На самом деле в наше время возможно все, главное делать то, что ты любишь, и гореть этим. Свою победу ты посвятила своей бабушке. Да, я уверена, что она что она гордится мной. Ее нет с нами уже 2 года. Я ее очень любила, и меня назвали в честь нее. Бабушка всегда меня поддерживала во всех начинаниях. Она была строгая временами, сильно не баловала, но при этом любила. У бабушки мы жили в период 1 класса и детского сада. Когда мама работала в городе, мы с сестренкой жили у бабушки. Поэтому, возможно, появилась такая связь между нами. То есть за что бы я ни взялась, всегда чувствовалась любовь и поддержка. Расскажи, пожалуйста, о своих планах. Что сейчас будешь делать, имея уже такой большой, высокий титул? Я думаю вернуться в модельную карьеру. Буду активно этим заниматься, пополнить себе портфолио. И если получится, то хотелось бы поехать за границу поработать. Параллельно учебу я, конечно, закончу, никуда она не денется, но с понедельника я выхожу на работу. Корона короной, но работу в офисе не отменяли. Это да. Хочешь примерить? Давай. Такая невесомая, в принципе, не чувствует, как ободочек ее Да? можно надеть, да. Вот так? Да, это первая корона в моей жизни. Да. Да, еще раньше не было до этого. Возвращаю тебе, заслуженной красавице. Люба, спасибо тебе большое за интервью. Мы тебе желаем лишь только исполнения всех твоих самых смелых желаний и желаем тебе удачи, пусть все исполняется. Спасибо большое.